Это Тимур Варки и программа «Тем временем». Здравствуйте! В этом третьем по счету выпуске программы следующее. Контрабандисты и террористы ждали позорного результата выступления таджикской правительственной делегации в Комитете ООН по дискриминации, чтобы оправдать дискриминацию и геноцид памирцев. Палачи памирского народа один за другим погибают при странных обстоятельствах. Кто и при каких обстоятельствах убил харокского палача Кумрона Раджабзода? Кто из палачей следующий? Кто и для чего слил видео избиения новобранцев, солдат-новобранцев? Официальный визит российского тиктокера Гасана Гусейнова, внук Рахмона Эмомали Рахмона Исмаил, репетирует на кроликах роль президента. Почему в демократической правовой стране перекрывают улицы для проезда кортежа с иностранным блогером, а гаишники отдают честь гостю внука узурпатора? Не транжирьте деньги, живите посредством. Эмомали Рахмон выступил против расточительства и призвал чиновников и народ жить экономно и затянуть пояса перед самыми тяжелыми, по его словам, в экономическом плане годами, этим и следующим 24 годом. Обязательно досмотрите до конца, в конце вместе посмеемся. Итак, по порядку. Сначала преамбула. Диктаторский режим самозванного президента Эмомали Рахмона стал, казалось бы, терять эффективность, силу и хватку. И, казалось бы, в самой успешной своей отрасли народного хозяйства, в пропаганде и вешании лапши на уши населению. С чем это связано? С тем ли естественным процессом дряхления и усталости самого узурпатора, что не очевидно только слепым? Или с тем, что воровская преступная верхушка и пропаганда настолько уверовали в свою непогрешимость и неуязвимость, что больше не заботятся о правдивости своих басен и сказок, живя как будто в параллельном мире и пузыре, оторванном от реальной жизни народа? Или, может быть, они такими узколобыми и малограмотными были всегда и думали, что народ – это стадо, все проглотит и поверит всему, что они наплетут? Может быть, мы не замечали? А может быть, спасительная для воров хапук и убийц ложь – это прежде всего сильнодействующее анестезирующее средство, и оно больше не действует? Может быть, у народа выработался иммунитет, привыкание выработалось? Так или иначе, в последнее время стало очевидно, стало ясно, что информационная повестка режима больше не работает. Стало видно, что король голый. А это самая главная новость прошедшей недели. Но давайте по порядку. На этой неделе властями было вброшено в информационное поле несколько новостей, которые призваны были отвлечь внимание общества от главных новостных событий, которые дискредитируют власть. Начнем с видео избиения новобранцев. Этот отвратительный обряд посвящения, так называемого посвящения в защитники Родины с лозунгом «Служить Родине – большая честь», является на самом деле надругательством над достоинством граждан и защитников страны. Это маленький образчик
нравов и такая маленькая мини-модель правовой и нравственной сути этого режима. Модель, которая характеризует суть этого режима сверху донизу. Как гласит суфийская мудрость, что вверху, то и внизу, и наоборот. Примечательно, что обычная реакция властей и пропагандистской машины при появлении подобных инфоповодов в социальных сетях, в информационном поле, всегда была направлена на то, чтобы на замалчивание таких фактов, на ретуширование, отвлечение внимания общества от них. Сегодня же это видео было как будто специально раскручено самой госпропагандой и его, так сказать, агентами, теми блогерами, силами, которые контролируются государственной пропагандой. И это свидетельствует о том, что в данный момент властям понадобился отвлекающий, ненадлежащий объект, ненадлежащий в скобках, это такой термин специальный, в информационной войне, для отвлечения внимания общества от куда более дискредитирующего власти объекта. За последние дни в таджикском информационном поле фигурируют два таких объекта. Первое – это покупка главой нищего государства фараоновского самолета за $92 миллиона, вместо того, чтобы направить бюджетные народные средства на нужды бедствующего населения, на здравоохранение и создание рабочих мест. Это первый инфоповод. И второй инфоповод, второе дискредитирующее информационное событие – это пропагандистская фиаско правительственной делегации в Женеве, где она показала свой истинный пещерный первобытный уровень образования, интеллекта и понимания, что такое фундаментальные права человека и обязанности цивилизованного государства и перед своими гражданами, и перед всем миром. В народе принято говорить, что мы посмотрели этот бесплатный цирк. Но на самом деле это вовсе не бесплатный цирк. Этот цирк дорого обходится гражданам Таджикистана и всему государству, стране и государству. Это не одно и то же. Но посмотрите до конца. Самое смешное будет на десерт. Итак, следующее. Значит, нынешняя власть Эмомали Рахмона с грохотом опозорилась на заседании комитета по дискриминации, комитета ООН по дискриминации в Женеве, на глазах у всего мира и собственных граждан. Заседание проходило в прямом эфире, и это видео доступно на сайте ООН. Многие граждане смотрели. И это можно найти в YouTube, и в Твиттере, и в Фейсбуке. И вот что в связи со всей этой ситуацией примечательно. У нынешнего бессменного в течение 30 лет руководства Таджикистана не нашлось ни одного достойного инфоповода, чтобы его вбросом в информационное поле можно было бы перебить эти два дискредитирующих власть события. Режим ожидаемо и закономерно дожил до того дня, что госпропаганда смогла найти только другие, как будто менее дискредитирующие власть события в качестве отвлекающего объекта, ненадлежащего объекта для отвлечения внимания общества. Но на самом деле тем самым власти неоднократно выстрелили себе в ногу. И видео с избиением солдат, и, значит, байкой про вторжение террористов, то ли 2, то ли 4, то ли 6 террористов в Язгулямский район, и якобы ликвидации, значит, 2 террористов, куда делись остальные, непонятно. И потом, когда мы смотрим за видео, наблюдаем, смотрим видео и фотографии оттуда, которые власть предоставляет в качестве якобы доказательств,
того, что там происходило. И мы видим, что у одного убитого на руках следы веревки, что его пытали, следы пыток. И он убит с близкого расстояния, он убит выстрелом в область сердца. А также, что это изможденный молодой человек, подросток, скорее всего, совершенно изможденный, худой. Боевики такими не бывают. И что на нем не по размеру какие-то новые совершенно штаны, камуфляжные штаны, не его размера, в гармошку. И что в конце концов на нем кроссовки синие, на 2 размера больше, не его, очевидно, кроссовки. Как он в таких кроссовках бегал по горам, неизвестно. Из Афганистана, в то время как такие же точно кроссовки на видео, предъявленном, значит, снятом оттуда же, якобы спецназовец лежал в позиции точно в таких же кроссовках. Видимо, им дают кроссовки в одном военторге, продают и террористам из Афганистана, и, значит, таджикским спецназовцам. Вот с чем я вас, так сказать, власти и госпропаганду и поздравляю. Вот такие басни и такую клюкву госпропаганда продает народу, и это вовсе не бесплатный цирк. Люди за это представление дорого платят. Как тут не вспомнить китайскую стратагему номер 6, которая гласит: «Разожги пожар, чтобы ограбить». Все 30 лет режим имама Али Рахмона продает людям страх, сам разжигает пожар на границе и внутри страны, чтобы держать людей в страхе, чтобы управлять ими посредством спецслужб, чтобы при этом спецслужбы успешно продают Рахмону такой же пожар и страх, пугая Рахмона, и террористами, и оппозицией, чтобы доказать свою необходимость перед Рахмоном, чтобы получить у него индульгенцию, чтобы получить у него полное право финансирования и право бесконтрольно грабить и убивать народ. Так что не только избиение новобранцев – это проданный народу страх. Кстати, про новобранцев – это действительно проданный, успешно раскрученный, проданный народу страх перед весенним призывом, приуроченный к весеннему призыву. Этот страх продан родителям призывников. И теперь можно повышать ставки взяток за уклонение от призыва в службу в армию. Разжечь пожар на границе также для того, чтобы грабить. Это также один из, так сказать, способов известных, знакомых, давно опробированных, используемых таджикскими спецслужбами. И ситуация с так называемыми контрабандистами 28 апреля, когда 8 контрабандистов по сообщению информационного центра Харокского погранотряда, 8 контрабандистов пытались прорваться на территорию Таджикистана ночью, в 1:30 ночи, и несли с собой 45, по одним данным 45, по другим 47 килограммов героина. Куда делись эти 2 килограмма, непонятно, как они взвешивали. Значит, данные разнятся, что интересно. Так вот, сообщается, что контрабандистов встретили, предложили сдаться, и они все бросили. Сообщается, что они бросили оружие, бросили боеприпасы, бросили, значит, наркотики, деньги и убежали. Вот такие вот контрабандисты. Вы верите в такие сказки? Я не знаю, я едва ли, с трудом, с большим трудом. Значит, контрабандисты, 8 человек, сбежали обратно под покровом ночи и бросили 45 килограммов или 47 килограммов героина. 1 автомат они бросили. Значит, 46 вроде бы магазинов и там 74 патрона.
Вот. И 10 тысяч долларов. Что интересно, контрабандисты, оказывается, носят с собой доллары. Десятками тысяч долларов носят с собой. Вот. Что интересно. Потом в этом же сообщении сказано, что погиб со стороны Таджикистана погиб один военнослужащий. И потом вдруг сообщается, что этим погибшим оказался глава городского комитета, городского отдела комитета госбезопасности Таджикистана Комрон Раджабзода. Каким образом он оказался на границе, неизвестно, потому что это не его епархия, хотя это одно ведомство, но погранслужба, хотя и находится в ведомстве ГКНБ, это другая епархия. Городской отдел ГКНБ – это другая епархия. Как забрел Комрон Раджабзода на территорию погранслужбы, на участок, может быть, он ждал гостей, может быть, это его были гости, непонятно. Но неофициальные источники говорят, что что Комрон Раджабзода хотел наложить руку на, так сказать, некий товар, хотел его забрать себе, и его убили свои же 3 выстрелами. Таким образом, пожертвовали мелкой рыбкой, мелкой сошкой в угоду интересов больших акул, несмотря на на его заслуги. И как пишут обозреватели в социальных сетях, бадахшанские обозреватели, памирцы, что это не первая жертва среди палачей, не первая странная гибель тех, кто участвовал в убийствах, в пытках памирских мирных жителей, манифестантов в Горном Бадахшане в мае прошлого года и, в последнее время. Таким образом, сам режим, сами спецслужбы пожирают или ликвидируют участников или свидетелей своих собственных преступлений, что, в общем-то, и закономерно. Кто же следующий? Вот вопрос. Не беда, что спецслужбам приходится жертвовать своими коллегами козлами отпущения, как я сказал. Это была шумовая завеса, и мутная вода нужна была для списания более мелкой сошки. Вообще, в последних сообщениях ГКНБ и вот МИД почему-то был использован в неприглядной для себя, так сказать, роли. Так много несостыковок и абсурда, что ничего нельзя исключить, так же, как нельзя вообще исключить, так сказать, того, что этого вообще не было. Настолько власти приучили и журналистов, и людей, простых людей в Таджикистане, что власть врет всегда. Что можно делить не на 32, а на 96. Далее. Официальный визит российского тиктокера Гасана Гусейнова вызвал большой ажиотаж в социальных сетях и вообще, так сказать, был обеспечен большой информационной поддержкой. Со стороны государства. Внук Рахмона Исмаил репетирует на кроликах роль президента. Почему в демократической правовой стране перекрывают улицы для проезда кортежа с иностранным блогером, а гаишники отдают честь гостю внука узурпатора? На самом деле эта ситуация является большим позором для Таджикистана. Это плевок в душу народу Таджикистана, это плевок в лицо таджикской журналистики, таджикским блогерам,
многие из которых сидят в тюрьмах за то, что они пытались, пробовали, посмели защищать интересы простых людей, рассказывали об их нуждах, за то, что пытались или, так сказать, посмели критиковать членов семьи, узурпатора, фараона, имама Али Рахмона. И рассказывали о ненадлежащем уровне строительства. Недавно совершенно мы были свидетелями катастрофы, трагедии в Турции, где землетрясение снесло города целые, когда десятки тысяч граждан погибли. И Далер Имам Али сегодня сидит, таджикский блогер, популярный молодой таджикский блогер сидит, мужественный парень сидит сегодня осужден, сидит за решеткой за то, что он писал о недобросовестном строительстве, о плохом, ужасном качестве строительства, которое осуществляет незаконно член семьи узурпатора, имама Али Рахмона, Бек Сабуров, в то время как он должен отвечать за качество интернета и связи. Это глава службы связи. Человек, который погубил интернет и связь, самый ужасный, самый тяжелый, самый медленный и дорогой интернет, во всяком случае на территории бывшего Советского Союза, и даже Афганистан впереди по качеству, даже у талибов интернет и связь лучше, чем у фараона имама Али Рахмона и Бега Сабурова. И вот за то, что об этом писал таджикский журналист, он сидит в тюрьме, а сегодня внук узурпатора привозит блогера, тиктокера и показывает его, возит его по городам, тратит народные деньги, собирают людей на стадионы, как рабов в Колизее, для того, чтобы показать им такое чудо природы российского тиктокера, который приехал похвалить власть фараона Тутанхамона. Ну, это на самом деле серьезный позор, и тем самым Исмаил и государственная пропаганда расписалась в полной импотенции, полной немощи, в том, что она уничтожила собственных блогеров, собственных журналистов, и что она не способна ничего сделать, не создать никакого достойного информационного повода, рассказать что-то о достижениях 30 лет правления фараона, и поэтому покупает блогера, привозит из России блогера, чтобы, значит, он сделал эту работу. Вы тем самым перечеркнули себя и 30 лет своих бесплодных усилий. Тем временем имам Али Рахмон выступил перед чиновниками и активом, можно сказать, партактивом, потому что там все представители власти, партии власти в Хатлонской области, в родном районе имама Али Рахмона, в Дангаринском районе, где он призвал чиновников не тратить деньги, не транжирьте деньги, живите посредством. Имам Али Рахмон выступил против расточительства и призвал чиновников и народ затянуть пояса, жить экономно перед самыми тяжелыми в экономическом плане годами, этим и следующим. И далее. Надо отметить, что имам Али Рахмон призывает чиновников и народ жить экономно. Экономия должна быть экономной, что-то это напоминает нам, да? К жизни посредством, в то время, когда сам живет непосредством, когда его президентский фонд составляет 5% от бюджета, когда народ его платит не только самую высокую зарплату, но еще и 5% бюджета он себе вкладет
в карман, и непонятно, на что он их, так сказать, тратит. И он покупает при этом, живя непосредством, фараоновский самолет за $92 миллиона в Мексике. Так сказать, пугая народ и чиновников надвигающейся катастрофой экономической, голодом, глобальным экономическим и политическим кризисом, небывалым в истории человечества и, так сказать, небывалым в его жизни. И в это время покупает фараоновский самолет. Президент Мексики Лопес Обрадор, продавая этот самолет, сказал, что время фараонов в Мексике закончилось. Тем самым, значит, передал как бы мяч, шар на сторону Таджикистана, тем самым давая понять, что этот самолет, фараоновский самолет, купил фараон. И что время фараонов в Таджикистане не закончилось. В то время, когда Лопес сказал, что нам непосредством обслуживать этот самолет, он нам не нужен, я могу летать простыми коммерческими рейсами, и обслуживание этого самолета стоит очень дорого, нам не по карману. ВВП Мексики в 5 раз выше, чем ВВП Таджикистана. Здравоохранение Мексики находится на уровне здравоохранения США и лучше, чем здравоохранение в некоторых европейских странах. И продажи, деньги от продажи этого самолета в Мексике пойдут на строительство 2 новых больниц, клиник с новейшим медицинским оборудованием. И господин Обрадор сказал, что эти деньги пойдут на нужды населения. Надо отметить, что господин Обрадор молодой президент, он всего у власти около 4 лет, в то время как он, можно сказать, ровесником Эмомали Рахмона. И он левых взглядов. Что значит левых взглядов? Это значит, он либо социал-демократ, либо, так сказать, по взглядам, по идеологии близок к коммунистам. А таковым, как мы помним и должны помнить, был Эмомали Рахмон когда-то, до тех пор, как он вовремя не закопал свой партбилет, он был коммунистом. А сегодня он не коммунист и не народный демократ, хотя и возглавляет Народно-демократическую партию. Это человек не левых взглядов. Это человек, который, так сказать, стимулирует на ограбление, грабеж населения, который не может похвастаться ничем, никакими достижениями за 30 лет. И у которого пир во время чумы, когда сегодня он покупает перед надвигающейся грозой, катастрофой, покупает самолет, который непосредственно ведущим странам мира. И мы помним, что эта семейка, эта семья Рахмон и его сын выдавали за собственные подарки, за благотворительность международную гуманитарную помощь во время эпидемии, во время пандемии COVID, когда целые, так сказать, колонны с автобусами, с надписями «Подарки от лидера нации» или от мэра Душанбе шли в Худжанд или, допустим, в больницу, да, и это все снималось на видео. Вот такие вот информационные, так сказать, пропагандистские достижения были и остаются у этой власти. Значит, что мы еще должны сказать в этой связи? Фейковый коммунист и фейковый народный демократ, я сказал, но настоящий фараон. И он немного, или может быть на самом деле много, он немного перепутал адреса и перепутал берега, призывая чиновников и народ воздержаться от расточительства. Не так ли? А вот теперь можно посмеяться. Ложку перепутал кейсом.